Берки тарапта аты жөнүн айтып, канча карыздады сиздер ошону? Жумашева Дамира, она были несколько свидетелей, которые подтверждали, что она дает деньги под проценты. Но никакого внимания на это не обратилось. Тугандар айтып атпайбы? Ташип мени коркутканды. Болду беле ошондой. Мына сачман там позвонили, пожалуйста. Тугандарын коркуттур. Могу жерде бизден тиги керек болсо тыйын кабинетине барабыз, мунун кабинетине барабыз. Биринчи биздин Кыргызстандын биринчи лицалары менен коркутуп атат. А бүгүнкү получается мына сот ошону далилдеп берип атпайбы? Биякта мыйзамда турат, что алар сизди өткөзө берсе болот, прокурор бар, гособвинение бар. Могу азыр төлөп койсо эмне болот могу жерде? В общем, здесь рассматривается уголовное дело в отношении гражданки Аиды Исаковой. Она обвиняется в мошенничестве, но мошенничества по закону не было. Почему? Потому что между потерпевшей стороной Джумашевой Дамирой и Аидой Исаковой чисто гражданско-правовые отношения. То есть по 17 распискам на протяжении длительного времени она, Дамира Джолдошева, которая работает на Дордое, которая имеет контейнер, и все знают, свидетели приходили в суде первой инстанции и подтвердили, что она действительно под проценты дает деньги. Да, сама тоже, у нас есть аудиозапись, доказательства, она признает, что по 10-12% под проценты этой нашей подзащитной давала деньги. Канча проценттен берип аттыңыздар эже? Айдагы 10-дон, башка бирөөлөргө алып берип атам деген 12-ден. Сегодня она требует 13,5 миллиона сомов. Якобы Аида Исакова не возвратила, но в расписках указано, что всего лишь осталось 7 миллионов 500 тысяч сомов. Если у них спор вокруг суммы, сколько кто кому должен, вокруг процентов, то согласно Конституции неисполнение обязательств по договору не основание для привлечения к уголовной ответственности. Есть конкретный запрет. За неисполнение гражданско-правового договора нельзя привлекать к уголовной ответственности. Несмотря на это, вот женщину, у которой 6 малолетних детей, вот дома 6 детей, самому старшему 14 лет, самому младшему 3 года, 3 годика. Вот с мужем она дома сидит, уже который месяц в СИЗО по приговору районного Свердловского районного суда. Судья Адимов вот посадил женщину. Сегодня мы пришли, чтобы провести судебное заседание. Однако второй раз уже судьи данного суда, Бишкекского городского суда, трое, да, судебная коллегия, второй раз отлагает судебное заседание, не проводит. Причина в том, что у этих потерпевших, оказывается, бабушка болеет в Аше. В этой связи они уже второй раз пишут письменно ходатайство. Интересно, если они не в городе, как они передают свое ходатайство? Они подписывают ходатайство. Вот свидетели говорят, что в городе они ходят, но на суд не являются и говорят, просим отложить. Они на поводу идут, трое судей, и отлагает уже второй раз судебное заседание. По закону, статья 412 Уголовно-процессуального кодекса, обязательно здесь участие лишь прокурора, наше участие. Все. Потерпевшие не обязательно их участие, но тем не менее судьи идут на поводу этих потерпевших, Дамиры Джумашева и Даира Камалова, и вот отлагают, не проводят судебное заседание. В то время женщина, у которой малолетние 6 детей, и она беременна, у нее 8-й месяц беременности, она в СИЗО сидит. Вот такие дела. Получается, третий месяц.